приходят, микрофон у него есть. Здесь это 40, 30, 50 минут рассказывают, как Куран Керим поет, как Мухаммед пророк что сказал, как сделал, хадисы, жизнь Мухаммеда, учение, как с соседями жить, как с женой обращаться. Как бы для взрослых в мечети еще какой-то вид школы тоже. Не просто пришел, помолился и убежал, да? Такое сидят, общаются, когда Рамазан один месяц, Рамазан перешел в мечети, и каждый имам в мечети рассказывает про религию. Потому что наша школа религиозного ничего не преподает, как и у нас. Правильно? Современные государственные школы такие, поэтому мечети, они как школы, можно сказать. Я тоже на этот джума прихожу, заранее сижу. Тоже интересно, да, Мухаммед шел в Медину, что сказал, с кем встретился, там и так далее. Например, да, его жизнь, например, такой вот рассказываешь, да, тоже интересно, например, смысл такой. Говорят, Мухаммед пророк, когда шел со своими друзьями, сидел один человек, просто вот так сидел, и Мухаммед прошел, не поздоровался. Люди удивились, сказали, как это не поздоровался, со всеми здороваются, а вот с этим сидящим не поздоровался. И пошли. Потом, говорят, обратно шли, этот человек это же там сидел, но с палкой что-то делал. Тогда поздоровался. И у него тогда спросили, а почему ты шел с ним не поздоровался, а обратно шел с этим же человеком поздоровался? Он говорит, когда мы шли, он ничего не делал, сидел. А когда, говорит, обратно возвращались, хотя бы что-то рисовал. Поэтому я с ним поздоровался. Вот такие моменты очень много в мечетях рассказывают, как людей немножко от светской жизни немножко забирают, чтобы смысл жизни, соседями, как жить, как обращаться. Поэтому это целые программы у нас в мечети. Не именно в Сулейман, вообще. Все мечети в курсе современные аспекты делают имам. И постоянно людям рассказывают, что немножко на правильный путь. А то все деньги зарабатываются, и это забываешь. Человеческое. Да, поэтому в мечети у нас немножко такие программы очень. Особенно с приходом Эрдогана. Чтобы люди немножко разбирались, да, в религии. А то турки тоже, как и многие, Мухаммеда знают, да, Фатиму знают, а что больше ничего не знают. Ну, тогда пойдемте дальше. Здесь много не можем говорить. Сейчас пойдемте посмотрим мавзолей, где похоронены Сулейман. Там очень красивая площадка с видом на восток. Покопаемся и потом на порог. Если, кстати, вот здесь на русском языке бесплатные книги.